Санкцыі. Улады над імі смяяліся, апазіцыя крытыкавала, маўляў, яны слабыя, не своечасовыя, не прыносяць рэальнай шкоды, але тут па выніках траўня раптам мы бачым абсолютна нечаканыя наступствы, прычым абсолютна не ад тых санкцый, ад якіх чакалі цяжкіх наступстваў. Што ж адбываецца і як усё гэта будзе ўплываць на нашы з вами гаманцы. У эфіры перадача «Экономика с Чалом». З вами уласны Сергей Чалы и Станислав Лашкевич. Витаем. Добрый день. У меня такое ощущение, что это эхо вот этих переговоров о выделении внешних кредитов России. Вот мы сделали вам приятное, сделайте приятное и нам в том мы числе. Мы вам бесплатно землю, а вы нам не платите за землю, а хотя бы уже позычите. Власти готовились к той ситуации, в случае чего залезть, собственно говоря, вот в эту вот кубышку золотовалютных резервов может понадобиться. Это было еще летом прошлого года. Мы же прекрасно понимаем, откуда эти опасения возникают. От того, что есть, скажем так, вероятность некомпетентного вмешательства государства, да, в инвестиционную политику этого самого Банка развития. Ну, на пачатку традыцыйна фронтовые зводки. Что мы ведаем нового на экономическом фронте? Вышли новые данные по инфляции за апрель, вот буквально недавно. Тенденция та же самая, что и раньше, то есть она продолжает ускоряться. Высокая инфляция на самом деле означает, что влияние на реальный курс, эффективный обменный курс рубля. Нацбанк раз в квартал публикует данные о том, с точки зрения своих экономических моделей, как он считает белорусский рубль оценен либо слабее, либо крепче, чем он должен был быть с точки зрения фундаментального равновесия. Так вот, по их данным, за первый квартал белорусский рубль даже еще продолжал быть более недооцененным, чем на начало года. По разным моделям у них от 3 до 4%, то есть вот эта вот недооценка. Либо, ну, она уже совсем близко, то есть вот эти 1,5 месяца, апрель и середина мая, да, продолжающееся укрепление, например, к доллару, как раз об этом говорит. Рубль сейчас максимально крепкий по отношению к доллару со времен вот декабря прошлого года. Но атрымліваецца тое, што Нацбанк казаў, што рубель недооценены, это было па выніках першага кварталу, але з таго часу 1,5 месяца рубель умацоўваўся, і зараз цалкам верагодна, што ён зноў пачне аслабеваць? Да, вероятнее всего. Вывод, который сейчас нужно делать, это то, что, во-первых, запаса не так много осталось с точки зрения реального эффективного обменного курса рубля. То бишь, это же вопрос его укрепления, это ухудшение внешней конкурентоспособности, соответственно, это вопрос будущего баланса поступлений валюты раз, и плюс это еще и вопрос темпов экономического роста. И мы же знаем, что с каждой неделей фактически появляются новые данные о том, как санкции, которые не работают, ставят под угрозу вот эти самые валютные поступления бюджета, которые могут быть. До речи, санкции. Ни с того, ни с сего. Американцы, здавалося б, просто аднавілі тыя санкцыі, якія так і былі раней, там, калісьці 10-15 гадоў таму, але тут раптам нечаканы удар ад іх. Да, санкции-то американские, санкции. Под них подпадают только резиденты США. Трейдеры говорят, Европейский Союз может, они опасаются, ввести аналогичные санкции, и это сделать невозможным финансирование внешнеторговых сделок, например, по реализации белорусских данных не только в долларах, но еще и в евро. То есть канал обхода санкций может быть закрыт на самом деле. Продолжая мысль о том, что, значит, и русские то ли испугались, то ли, значит, каким-то образом решили воспользоваться, да, этим самым. Вот, но в любом случае сокращаются поставки, причем довольно сильно. Вот есть данные, буквально Интерфаксу стали известны, как же именно поставляется сейчас нефть на Мозырске и на Нафтан. Значит, на Нафтан за первые 16 дней мая 55 тысяч тонн. 55 против, ну, где-то там 300 с чем-то, которых должно было бы быть. Это очень мало. Вот, но на Мозыре, просто чтобы понятно было, да, это 300 тысяч тонн за полмесяца. Який от этого может быть эффект на экономику? Да, так вот, речь идет о чем, что попыталось агентство бизнес-новостей оценить влияние сокращения поставки нефти на Нафтан, если это будет вот такой режим до конца года, значит, а с последующие там 8 месяцев, значит, что в целом импорт нефти в Беларусь уменьшается на треть с мая на 1 МПЗ. Так вот, получается, что для того, чтобы удовлетворять внутренние потребности, то, скажем, легкие дистилляты на экспорт вообще должны будут остановлены. Вот. Это отравится бензин? Да, главным образом. Прочие, там, типа дизель, там еще экспорт может идти.
Значит, и битум, там до 300 тысяч тонн еще можно будет экспортировать. Но, как мы знаем, и там тоже начинаются проблемы, потому что Украина, которая была главным нашим примерным рынком, на рост которого мы рассчитывали, потому что там, наконец, началась программа инфраструктурного вложения и строительства дорог, казалось бы, именно туда эти поставки должны были идти, да. Там у них сейчас выясняется, что точно так же банки начинают бояться финансировать такого рода сделки. Так вот их оценки. Значит, вклад Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода в валовой региональный продукт всей области – это, значит, примерно половина его. Соответственно, в масштабе ВВП это 4-5%. Соответственно, за 8 месяцев это 3 процентных пункта ВВП в минусе мы получаем. Значит, и сокращение поставок экспорта – $1,5 миллиарда. Ну и потери для бюджета через, как сказать, доходы от НДС и от экспортных пошлин – это до $1 миллиарда белорусских рублей за последующие 8 месяцев. Что это такое? Это означает, что на эту величину естественным образом должен будет вырасти еще больше дефицит бюджета внутренний. А як на этом фронте во владу? Ну, есть как бы несколько же способов, да, как выпадающие доходы бюджета находить. Либо налоги где-то повышать, вот, либо где-то находить их за границей. Вот. И как раз на прошлой неделе появился подписанный новый указ 183. Он называется «О привлечении внешних займов», где прямо написано, что он, значит, издается в цель рефинансирования внешнего государственного долга. Согласно этому указу, в течение 3 лет до 2023 года Беларусь может размещать облигации до 100 миллиардов российских рублей это коммерческие займы, соответственно, облигационные на российской бирже. Огромная величина размещения. Значит, просто чтобы было понятно, что за 19-20 были размещения на ММВБ белорусские облигации, но там всего было 20 миллиардов российских рублей. То есть это в 5 раз меньше за 2 года, чем как бы планируется. Это раз. Второе. Это то, что это довольно короткий срок, это всего 3 года. И еще один важный момент, конечно же, это то, что идет в целях рефинансирования внешнего государственного долга. Вот, то бишь, у меня такое ощущение, что это эхо вот этих переговоров о выделении внешних кредитов России. Скорее всего, это отголосок того, что сама Россия говорит: ребята, мы вам можем как бы создавать условия для внешних займов у нас, но только на то, чтобы вы смогли рассчитываться по своим предыдущим долгам. У нас уже в всех последних межгосударственных соглашениях, да, о займах было, это то, что, значит, условием выделения будет исполнение по графику всех предыдущих платежей по всем предыдущим займам Российской Федерации. То бишь, если ты пропускаешь процентный платеж по какому-то старому займу, то вся сумма как бы будет считаться в состоянии технического дефолта. И вот некий аналог, значит, теперь это уже коммерческий займ, не государственный, некий аналог тоже появляется в этом указе, а именно под видом, как он называется, при необходимости предоставлена возможность закреплять в эмиссионных документах отказ Республики Беларусь от иммунитета. Что такое? Речь идет о том, что в обеспечении могут быть приняты в случае неисполнения обязательств Беларуси по вот этому самому займу, может быть просто поданы иски на обращение взыскания там, или взятие под залог там, имущества. За межой, которое... Да. Но, опять же, то есть, скорее тут надо говорить не о том, что это какой-то там ужас-ужас, это просто, опять же, вот... просто зеркальное отражение, только уже в коммерческой сделке, да, нам приходится обещать, что мы будем надежно исполнять все свои предыдущие обязательства, и это теперь является единственным условием того, чтобы нам новые деньги выдавали. А что еще интересно, значит, чтобы понятно было, почему требуется вот на более $1 миллиарда, значит, размещение вот такого рода облигаций, потому что на самом деле планировалось, то есть вот был круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь», где замминистра финансов Ольга Тарасевич, которая отвечает, собственно, за проблему внешнего долга, она говорила так: для рефинансирования $1,7 миллиарда. То есть, ну, вот всего. Ну и вот, как мы понимаем, что львиную долю пытаются закрыть из этих 1,7, которые по плану должны быть, чтобы бухгалтерия сошлась, планируют размещать в России, что в разы превышает, как мы видели, нормальную емкость спроса на
эти коммерческие бумаги. Але это все равно не хопится. Да, ну и вот как мы видим, буквально было недавно, на днях опубликовано свежее распоряжение премьер-министра о командировании ее, Ольги Таразевич, значит, в Объединенные Арабские Эмираты, в 2 города, Дубай и Абу-Даби. Ну, то есть тоже несложно догадаться, что человек по профилю, вероятнее всего, поехал снова как-то деньги выбивать. А тем часом арабскому шейху выделили наилепшую менскую землю под Дроздами. Супадение? Вполне возможно, да, что это какая-то часть пакетной сделки. То есть вот мы сделали вам приятное, сделайте приятное и нам в том числе. Мы вам числе. Бесплатно землю, а вы нам не платите за землю, а хотя бы уже позычьте. Добра, атрымліваецца, калі ўсё ўдасца в Эміратах, в России, то закрыецца вот этот план на 1,7 миллиардов, але калі спатрэбіцца больш, альбо калі не все удастся, то придется залазить там в золотовалютные резервы. Сейчас уже становится очевидно, что по статистике, которую публикует сам Нацбанк, что власти готовились к той ситуации, в случае чего залезть, собственно говоря, вот в эту вот кубышку золотовалютных резервов может понадобиться. Это было еще летом прошлого года. То бишь мы уже говорили о том, что растет доля, составляющая в золотовалютных резервах монетарного золота, но интересно даже не это, а гораздо интереснее то, что в структуре этого золота доля слитков, то есть там же есть слитки и счета в зарубежных банках, да, так вот доля слитков за прошлый год выросла с 1/3 до 3/4. Понятно же, зачем это делается, потому что счета, которые, вот эти вот обезличенные металлические счета, которые находятся в неизвестно где, но Нацбанк говорит, что в самых высококлассных зарубежных банках. Это значит в странах Заходу, которые накладывают санкции, да, и могли арестовать. Да, по сценарию, как это случилось, например, с Венесуэлой. Мы же знаем, что Мадуро предлагает пойти на переговоры с оппозицией под условием того, что разблокируйте мне, вот эти самые счета. То бишь этот сценарий, он продумывался. Вопрос. Ситуация, когда у тебя, вероятнее всего, под угрозой будут валютные поступления, да, то есть поступление бюджета от сокращения поставки нефти впереди, да, что, вероятнее всего, то есть и уже планируется явно нереалистичные размеры внешних займов. Вероятнее всего, значит, планируется сокращение ЗВРов, возможно, оно даже будет больше, чем планируется в силу вот, нехватки источников. Казалось бы, нужно сокращать аппетиты внутри, но нет. Мы же понимаем, что эти аппетиты часто, значит, это вот тот самый случай, когда эта нога у кого надо нога, соответственно, буквально недавно сообщил генеральный директор МТЗ о том, что началась реконструкция масштабная, которая продлится до 2030 года. Причем, кстати говоря, масштаб этого проекта не раскрывается. Он как раз не называет, сколько средств будет потрачено, но говорит, средства очень большие. Вот. Собственные средства, но в основном кредитные займы, по крайней мере, то, о чем я сказал. Но, что интересно, ведь в действительности-то это же никакое не новое решение. Я нашел, значит, выступление этого же самого Виталия Вовка в 2017 году, когда он еще был министром промышленности, когда разрабатывалась идея модернизации подведомственной ее промышленности и машиностроения на 17-20 годы и в перспективе до 30-го. И вот там планировалось, значит, что объем был 17,5 миллиардов белорусских рублей. И речь шла о том, что средства должны были идти на Амкадор, на БелАЗ, на Гомсельмаш. И министр также сообщил, что на МТЗ рассматривается проект глубокой модернизации. То есть никого не волнует, что, какая конъюнктура, что, значит, у нас с внешними санкциями, как сложно привлекать внешние займы. Деньги должны быть освоены. Особенно, когда ты сам, как министр, эту программу разрабатывал, а потом, когда как директор будешь осваивать, выбирать подрядчиков. Там. Да, ну, я считаю, что это совершенно гениальная схема, и лучше просто в этой ситуации придумать невозможно. Тут увогуле ходят шутки, что на этой все модернизации могут спустить сродки агентства по гарантаванай компенсации вкладу насельніцтва. То бок то, что держава гарантуе физичные вклады насельніцтва, на самой справе возьме эти гроши, уже ничего не будет гарантовать и пустит все на черговую модернизацию МТЗ, на, как мы сказали, там Google трактор летающий. Ну да, но я понимаю, откуда когда такие мысли появляются. Еще в прошлом году был разработан законопроект о как раз изменении вот порядка вот этого самого возмещения гарантированных вкладов населения, который Нацбанк сам разрабатывал и вывесил на общественное обсуждение. А именно это то, что
Если раньше средства этого агентства по размещению вкладов размещались только на счетах Нацбанка или Минфина, причем размещались на самом деле на коммерческих условиях, они не просто там хранились, по ним платились проценты. И, соответственно, возникла идея, давайте уменьшим расходы непосредственно государственных органов Нацбанка и Минфина, давайте размещать их в Банке развития. Второе, на самом деле здесь нет никакого серьезного прецедента, в других странах тоже, в принципе, так устроено. То есть, например, средства российского такого аналогичного агентства по размещению вкладов и так изначально размещались в коммерческих банках, включая Внешэкономбанк. То бок, калі падсумаваць, то тое, што адбываецца, это в принципе нормальные сусветные практики. Больше того, и Нацбанк сам был сторонником и инициатором этих нововведений на самом деле. Другое дело, что это разрабатывалось немножко в других условиях. И сейчас люди как бы слегка опасаются, а что же будет, если новое руководство Банка развития окажется не таким разборчивым, как предыдущее. Так и выглядает, что и собираются поширить их мандат. Да, все-таки... Да. И опять же, мы же прекрасно понимаем, откуда эти опасения возникают. От того, что есть, скажем так, вероятность вмешательства, некомпетентного вмешательства государства, да, в инвестиционную политику этого самого Банка развития. Что не он уже начнет по своим критериям, которые, как мы знаем, были хороши, начнут отбирать проекты, а его заставят вкладываться туда, куда, значит, по тем или иным соображениям, как это было с модернизацией, туда, куда хочется государство, или как иногда хочется самому Лукашенко, как это было с недавним посещением его любимого детища, это этого фермерского эко-рынка, значит, Валерьянова. Там, понятно же, в чем была идея изначально. И он, в принципе, когда там был, об этом как раз и говорил. Как сделать так, чтобы было лучше, чем на Комаровке. Мы же должны, говорит, еще посмотреть на Комаровку, что там происходит с посредниками. Имеется в виду те, которые выкупают у производителей на себя эту продукцию. Неважно в данном случае кто, да, и потом ее продают там какой-то срок. Смысл же в чем? И потом буквально тут же он рассказывает, что, смотрите, не будет же он заполняться этими самыми частниками, мелкими производителями там все время. То есть им там хочется только, допустим, в выходные дни приезжать, да, а иначе, рынок же не может быть прибыльным, если он не работает только, значит, там часть недели или и так далее. То есть, а давайте, говорит он, создадим такую государственную компанию, которая у них будет, значит, закупать это, и потом продавать. То есть, да, то есть по смыслу это же ровно тот же самый посредник. То есть давайте сделаем его государственным. При этом, значит, получается, что рынок оказался, значит, полупустующим. Для того, чтобы привлекать туда арендаторов, ставки аренды в 2-3 раза ниже, чем на аналогичных объектах, это говорил Турчин, представитель облсполкома Минского. Большая часть площадей пустует. И из-за этого, соответственно, расходы превышают доходы. То есть в целом этот комплекс, он еще и убыточен. Ежемесячно 200 тысяч рублей он в минусе. И тогда принимается окончательное решение, давайте мы какому-то своему близкому прогосударственному участнику, наконец, поручим этим делом заниматься. То есть там инвесторами были агрокомбинат Ждановича, Дзержинский, молочный завод номер 1 и Велесмит. Велесмит это как раз Алексин. И идея заключается в том, что давайте, чтобы эта компания Алексина выкупила доли своих участников, доинвестировала свои деньги, уже не государственные, значит, и потом как-нибудь нашла бы способ, значит, этот убыточный проект превратить в прибыльный. То есть зачем требовался весь этот противоракетный зигзаг? Сначала построить убыточное государственное, с тем, чтобы все-таки потом поручить частнику вернуть ее в прибыльность. Только не великой колькости приватников працевал рынок, а одному конкретному. Да. То бишь в итоге получается, что как у нас устроена экономическая система? Недоверие к, значит, частным компаниям, к частным рынкам таково, что государство сначала пытается подменить его собой, довольно быстро понимает, что это ничего не работает, что нужно таки все-таки привлечь частника, и в итоге привлекает своего частника, естественно, как ты уже правильно сказал, с большим количеством коррупционных рисков. Это результат такого рода политики. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым», подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и социальных сетях. С вами был Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.